Аслан Мурадинович, добрый вечер. Добрый вечер. Нальмэс дал традиционный отчетный концерт в Майкопе. Ну, во-первых, я вас поздравляю. Это действительно было прекрасное выступление. Спасибо. Всегда все руководители Нальмэс говорили о том, что вот этот отчетный домашний концерт — это самое сложное. Вы не исключение. Вот для вас что самое сложное? Вот именно этот концерт, он всегда был и будет самым сложным не только для руководителей, также он сложен для артиста в первую очередь, потому что это домашняя площадка, это наш зритель родной, для которого этот коллектив создан, который его оценивает его со своими критериями, поэтому мы всегда очень ревностно, очень серьезно относимся к этому концерту. Концерт был посвящен памяти Руслана Абдокова. И была реализована интересная режиссерская задумка, когда было ощущение, что Абдоков танцует сейчас с Нальмэс. Чья идея была и почему именно сейчас? Идея наша сейчас, потому что 15 лет прошло, как его с нами нет. Мы ни на секунду никогда не забываем о нем. Ну и решили, наверное, что сейчас пришло время, все-таки 15 лет это какой-то определенный срок, большой промежуток. Если в течение этих лет человек не забыть, значит, я думаю, что о нем должны знать все, даже кто не знал. Но в основной массе, все, кто были на концерте, все о нем, все знакомы с ним были. Я с ним учился, он чуть-чуть старше меня был. Вот таким, каким я и о нем говорил со сцены, веселым, жизнерадостным. Я редко видел, чтобы он был без настроения, поэтому перед концертом я сказал, что это не будет концерт реквием, это будет такой концерт, каким был сам Руслан. И при мне это получилось, потому что он мой, так скажем, ровесник, да, и мое поколение. Если я не буду вспоминать о своих друзьях, то кто это сделает за меня? Поэтому дай Бог, чтобы я никогда больше с этим не сталкивался, чтобы мне пришлось о ком-то вспоминать. Но сегодня, к сожалению, так получилось. Яркий фрагмент этого концерта. Премьера танца диаспоры. Много было восторженных отзывов. Но вот некоторые представители диаспоры, они как раз демонстрируют более сдержанную реакцию. Говорят, не так мы танцуем. Лукавят, я вам скажу откровенно, потому что мы беспрецедентно, по крайней мере, для меня подошли к подготовке, к этому номеру, да, в подготовке. Мы впервые так плотно очень сотрудничали с научно-исследовательским институтом Кирашева, в частности, с Мадиной Паштовой, ведущим научным сотрудником. Даже просто я вам приведу пример, что весь ансамбль был в институте на очень большой встрече, которая длилась 2 часа. То есть мы тщательно изучали все об этом танце, вплоть, даже я вам скажу, до взгляда мы отрабатывали, как до жеста, как пальчики у мужчины сложны, как у девочки постановка руки поставлена. Поэтому, наверное, лукавят. Вот Мадина Паштова — это научный сотрудник, теоретик. Да, это не то, что даже теоретик, это практик, потому что весь материал, собранный для нас по нашей просьбе, да, это результат полевых работ и ни одной полевой работы. То есть это не сделано было в результате одного видео, да, мы посмотрели и решили поставить танец. Нет, конечно, это человек 4 экспедиции находился и конкретно изучал этот материал. Очень глубоко к этому она подошла, потому что это диаспора, и это наш адыгский материал. И время сегодня такое, что все, что ты выносишь на сцену, на публику, все должно быть правдивым. Нельзя историю писать по тому сценарию, который нравится тебе сегодня. У нее есть сама подоплека, поэтому мы так серьезно к этому подошли, зная реакцию. Зная, потому что мы с этим уже сталкивались не один раз. Есть некоторая путаница с названием. Одни говорят «танец анатолийских черкесов», другие называют «адыга-шишанус». Причем последние, они не понимают этимологию этого слова. Я вам так скажу, что, наверное, мы оставим название, разбор названия, потому что и ученые с этим разбираются. Да? Я думаю, что они должны поставить точку в этом названии окончательную, потому что это их прерогатива, да? А у него есть сценическое название «Танец черкесов Анатолии». Я думаю, что это будет правильно. Не анатолийских черкесов, потому что тогда мы их просто привяжем к Турции. А танец черкесов Анатолии, разница в чем? А я вам скажу, черкесы, которые проживают в Анатолии, если мы их назовем анатолийские черкесы, значит мы будем предполагать, что это черкесы, которые оттуда. То есть
ну, вот анатолийские, турецкие, они не турецкие черкесы, они адыги, которые жили здесь. Поэтому и адыга абзаче, вот на нашем языке он будет звучать Анадоле из адыга маякар. А по названию, у него не одно название и в диаспоре, поэтому, ну, как так откровенно, ну, вносить раздор в ряды адыгов никаким образом не хочется, тем более это сценическая версия танца, да, это интерпретация номера. Там есть эпизод, сольный кусок, который полностью, вот до мелочей, он с диаспорой. То есть мы показали сердце танца. Ну, 7 минут танцевать вариант, который на джаг у них танцуется, ну, невозможно. Да, мы обязательно, любой танец обрабатывается, прежде чем мы его выносим на сцену. Но сердце этого танца, оно адыгское и оно чистое, диаспоровское. Можно даже посекундно разобрать, где начинается тот, даже аккордеончик, который мы купили, мы специально для этого инструмента взяли не гармошку, венку, которую мы используем для ожерелья, а купили аккордеон, который звучит. И именно в таком звучании, в каком он звучит там. Мы убрали все инструменты, которые обычно подтеняют, как бы подчеркивают звучание оркестра. То есть там идет аутентичное звучание. Как переводится это? Потому что все переводят по-разному, версий много. Ну, я вот опять еще раз тогда добавлю. Вот скоро появится на сайте Ориги большой материал по этому танцу. И честно вам скажу, я хочу, чтобы это услышали от человека, от ученого. Буквально вот-вот появится. Также у нас на сайте есть статья по этому танцу Мадины Паштовой, где идет точное описание этого танца, поэтому если я сейчас скажу там в 1 минуте, я это не смогу описать, да. Там достаточно большая, широкая статья, развернутая, где можно понять все до мелочей. А соглашаться, не соглашаться, это уже, ну, как будет вопрос читающего с тем материалом, который есть. Вот если вспомнить, каким Нальмас был, когда начинал свою карьеру, как изменился ансамбль? Как телефон менялся, я вам современным языком скажу. Да, моя семья, отношение к этому ансамблю, причем самое прямое, имеет уже 60 лет, больше даже, чем 60 лет. Я сам лично, ну вот я в 79 году вышел на сцену. Я очень хорошо помню эти годы, поэтому вот представьте, 36 лет я наблюдаю за этим коллективом. Вот как раньше был телефон стационарный, потом появился хороший, качественный кнопочный телефон, а сейчас мы пользуемся айфоном. Вот если сопоставлять со временем, с нынешним, то это вот так. Да, это вещи несравнимые. Мы хорошо вспоминаем и о том телефоне, и об этом. Как бы, ну, а если так вот прям серьезно сказать, ну, это же один коллектив. Конечно, будут сравнивать всегда. У кого-то ностальгия. Сравнивают не в пользу сегодняшнего ансамбля. Говорят, вот ярче блистали раньше. Знаете как, для того, если кто-то сравнивает, я просто предлагаю этому человеку взять 2 концерта 96-го и 2017-го, сесть и посмотреть. С точки зрения профессионализма. Вот и все. Ну, как вы реагируете, когда слышите такие оценки? Я как вам могу сказать, я нальмысовец, да, для меня это вообще неприемлемо, потому что это как круг с квадратом сравнивать. Я родился в одном ансамбле, вырос на другом и нахожусь сегодня в 3-м поколении ансамбля. Но это один ансамбль, это один коллектив. И как можно сказать, тот был лучше, этот был хуже. Они разные совсем, абсолютно разные. У нас разные программы, у нас разная нагрузка абсолютно. Да, поэтому как можно сравнить? Там танцы технически были абсолютно другие в 70-х годах. И сегодня танцовщики мои отщелкивают их просто-напросто. Их даже репетировать не надо. Мы же вспоминаем что-то сейчас, да? И я же вижу, как они это все отрабатывают. Насколько сложно стать частью вашего коллектива? Ну, сложно, потому что можно прийти, и тебя возьмут как танцовщика, да, ты подойдешь. Ну, пройдет какое-то время, и ты можешь не влиться в этот коллектив, потому что первое, что нужно, это любить ансамбль, да. Не себя в этом ансамбле любить, а ансамбль внутри себя. Это самое главное. Когда ты любишь Нальмэс, тогда у тебя нет проблем, потому что все остальное будет, сделается даже не само по себе, оно как-то так, все вокруг тебя сплотится, и ты станешь частью этого коллектива. И если у тебя есть желание достичь каких-то высот, пожалуйста, двери все открыты, и внутри ансамбля все это можно сделать. А идеальный зритель в представлении Аслана Хаджаева? Теплый зритель, теплый, добрый зритель, да, который пришел получить удовольствие от концерта. И он должен таким приходить на концерт.
получать удовольствие, потому что сегодня и не сегодня даже, и все годы, и в 90-е, в тяжелые, когда в стране было тяжело, тогда же был прорыв этот нальмесовский, да, когда вся страна не доедала. И очень тяжело работается. Мы практически как на заводе, да, они в 10 утра приходят и в 2 вызова работают до 5, до 6 вечера. Это адский труд. И когда открывается занавес, любому артисту хочется услышать аплодисменты, хотя бы для начала, а потом он делает все, что он может и не может тоже. Вот большинство выступлений Нальмес — это всегда овации, теплый прием, там, приятные впечатления. Последнее выступление, которое вызвало у вас неприятные эмоции? У меня таких не бывает. У меня эмоции неприятные у самого бывают, когда я недоволен тем, что на сцене происходит. А, к сожалению, я, наверное, доволен не бываю никогда. Может быть, первые моменты после концерта, да, какой-то адреналин еще по телу, когда гуляет. А потом практически сразу я приземляюсь, и я редко бываю доволен. Поэтому у меня настроения хорошего не бывает после концерта. А кто на вас может повлиять? Или что на вас может повлиять? Только качество работы, больше ничего. Потому что критика есть и будет всегда, да, но я человек, так скажем, реальный, да, и от того, что кто-то мне сказал, что ой, какие вы молодцы, Нальмес великолепно работает, я прекрасно понимаю, куда мы ведем коллектив, и что от Нальмеса требуется, он должен быть лучшим. Поэтому я все вижу сам. От того, что меня похвалят, или Нальмес похвалят, или скажут, что это плохо, приятно, неприятно, но это не влияет на работу, потому что до идеального результата очень много времени. То есть главный критик — это вы сами? Я думаю, что да. Вы планируете вернуть в репертуар так называемую золотую программу? Когда это произойдет? Вы знаете, уже частично происходит это все. Оно не то, чтобы даже вернуть. У нас это не проблема, да, одежда, так скажем, наша, она была не в очень, так скажем, красивом виде, потому что танцам же очень много лет было. Поэтому оно все всегда было в репертуаре, но чтобы это вынести на сцену, нужно было, чтобы они были хорошо одеты. Сейчас у нас, благодаря нашему спонсору, нашему правительству, этих проблем нет. Поэтому мы уже практически все приготовили. Но ближайшие концерты у нас мы планируем в конце февраля, в начале марта. Это будет 2 сольных концерта полных, чтобы еще раз дать зрителю посмотреть и на новый наш танец, и мы еще что-то покажем из далекого прошлого. Аслан Мурадинович, а вот спонсор, да, который помогает, руководители республики, которые помогают, они могут оказывать влияние на репертуар, могут оказывать влияние там на вас, как на Мы художники, и наш партнер, наш спонсор, он вообще никогда не вмешивается в это дело. Он благодарный зритель. То есть пожеланий никаких не бывает? Мы творческие люди, поэтому они не влияют на нас в этом плане. Нас освободили от этого, но мы сами прекрасно понимаем, что от Нальмеса требуется. Да? Самое главное в названии — это государственный академический ансамбль народного танца Адыгеи. Мы в какой-то степени должны быть консерваторами, да, при всем желании что-то делать, да, раз ты сегодня находишься в этом коллективе, работаешь с этим коллективом, значит, нужно идти в этих рамках. Я для тех, кто периодически начинает вспоминать о чем-то новом, да, что вот надо что-то, но я же сюда привозил Никулина, да, и, по всей видимости, он уже сюда никогда не приедет, если мы этого не захотим. Мы делали и спектакли для детей, мы работали и с театром, то есть я это делал не потому, что мне это было прям очень сильно интересно. Я хотел показать все грани Нальмеса, что в принципе при желании можно сделать все, если это потребуется. Но я думаю, что сейчас у нас очень неплохо развиваются и самодеятельные коллективы, и муниципальные. Мы оставим, наверное, эту прерогативу для них. Мои личные пожелания, амбиции я могу воплощать и в других коллективах, и в других цирках. С Нальмесом для меня немножко по-другому. Все, что мы хотели показать, да, из академической программы, к концу года, я надеюсь, мы успеем все костюмы сшить и показать. Танцы готовы уже. К концу следующего года. Да. А вот концерты, которые вы планируете в ближайшее время? Уже один из номеров появится из золотого репертуара. Почему мы так далеко туда шагнули, наверное, зритель не ожидает. А ползала наверняка даже не будет представлять, что это за танец. Это, наверное, моя ностальгия, так скажем, да, и те, кто вырос на Нальмесе. Поэтому я почему-то решил с этого номера начать. И
У нас нет сейчас похожего танца в репертуаре. Если, допустим, у нас есть уч, и загатлят есть разновидности, и старые, и новые, этого танца нет в репертуаре. Вот в начале года вы планируете 2 концерта в Майкопе. А почему такой практики не было? Не было. Мы хотим приучить нашего майкопского зрителя, чтобы он почаще нас видел, потому что, ну, конечно, целый год, представляете, ждать, кто-то на этот концерт не попал, кто-то в течение года, мы немножко, может быть, ошибались, да, что мы часто работаем в Майкопе участиями. Но, опять же, на этом участии зритель присутствует не тот, который хочет, а тот, который попадает на эти концерты. Поэтому, наверное, мы будем внедрять эту практику. Ну и плюс у нас репертуар гораздо шире сейчас стал, мы можем варьировать программой и номерами, поэтому будем чуть больше работать в Майкопе. Аслан Мурадинович, самые интересные предложения, которые вы получили за последнее время? Ну, это кубанский казачий хор, причем это не адыгский танец, потому что всем будет казаться, что я только адыгские танцы ставлю. Это кубанский казачий хор, это номер должен быть связанный именно с казачьей культурой. Есть предложения по циркам, но я решил сосредоточиться на нашем родном коллективе, как говорится, не покидать стан своего родного ансамбля. Но я эти предложения держу, я не отказался. Если я созрею как художник, я поработаю. Спасибо вам. И вам спасибо.